образованию и развитию социальных институтов. За прошедшие годы нам удалось кардинально изменить ситуацию в сфере здравоохранения, а именно в части обеспечения объектами, не только новыми, но и модернизации старых объектов. Еще несколько лет назад большинство медицинских учреждений республики располагались в приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям помещений, что сказалось на качестве оказываемых населению медицинских услуг, но еще хуже было с оборудованием. И, конечно, это отражалось в том числе на настроении людей. За счет поддержки, которая оказывалась в республике в рамках государственных программ Российской Федерации, и за счет личного контроля министра здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой, за счет, в том числе, небюджетных источников, собственных средств, нами построено более 19 объектов в сфере здравоохранения. Все эти учреждения оснащены современным медицинским оборудованием. Только в 2016 году завершено строительство таких крупных объектов медицинских, как противотуберкулезный диспансер, республиканская детская больница, республиканский эндокринологический диспансер, Малгобекское отделение противотуберкулезного диспансера, проведено оснащение оборудованием онкодиспансера. Знаковым событием для системы здравоохранения республики, безусловно, станет ввод в эксплуатацию перинатального центра, который должен открыться в марте этого года, строительство которого уже, как я сказал, завершено. В целях обеспечения строительства данного объекта нам была проведена большая работа. Я хочу здесь выразить огромную благодарность правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения, Министерству по делам Северного Кавказа и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, и корпорации Ростех за поддержку, которая была оказана республике в вопросе строительства перинатального центра. Качественное улучшение материально-технической базы системы здравоохранения позволило республике обеспечить низкую общую смертность и высокую продолжительность жизни. Так, за январь-ноябрь 2016 года рождаемость составила 17,2 на 1000 населения, что выше средних показателей по Российской Федерации. Смертность на 3,2 на 1000 населения, что в 4 раза ниже среднего показателя по Российской Федерации, 2 раза по СКФО. Это хорошие показатели, хотя, еще раз подчеркиваю, по смертности среди детского населения у нас идет уменьшение, но все равно мы выше среднем по Российской Федерации. И вот в эксплуатацию детской больницы в этом году и перинатального центра, надеюсь, существенно снимет эту проблему. Произошло важное мероприятие, в том числе не только в глобальных стратегических проектах республиканских, но и, бесспорно, на территориях. Это и обеспечение наших станций скорой помощи хорошими новыми реанимобилями, это и строительство ФАПов, и амбулаторий, модернизация этих амбулаторий. Поэтому мы имеем право рассчитывать сегодня и требовать от наших врачей, от докторов более качественного обслуживания населения. И настрой населения должно быть такое, чтобы лечились у себя дома. Только сегодня онкодиспансер в марте месяце, когда мы запустим полностью оборудование, полный цикл лечения включается в этот комплекс. Не надо никуда выезжать. И диагностика, и терапия, лучевая и нелучевая, и сопровождение, и химия. Все делается в этом направлении, в том числе и оперативное вмешательство. Поэтому я и уверен, и все равно надеюсь, что наши врачи сделают все, чтобы настроение людей в этой сфере было намного лучше. Мы рассчитываем, опять же, решить, как мы сказали, и рост рождаемости за счет этих проектов и снизить смертность среди детей особенно. На базе Ингушской республиканской клинической больницы и республиканского противотуберкулезного диспансера, как я уже говорил, уже второй год, оказывается, мы здесь отдельный проект сделали, отдельную программу сделали, оказывается, высокотехнологичная помощь. Приезжают специалисты со стороны и на практике учат наших врачей. Более 300 высокотехнологичных оперативных вмешательств, а в 2015 году это было 221. Вот такие результаты уже у нас происходят. И отрадно отметить, что и по перинатальному центру, и по другим направлениям у нас более 400 наших специалистов прошли и проходят обучение за пределами республики. Это надо поддержать. Почему? Потому что именно Министерство здравоохранения настроено на то, чтобы врачи, специалисты были наши высококлассные. Спасибо.
Но, тем не менее, еще раз подчеркну, показатель обеспечения населения врачами республики, он низкий, нам не хватает врачей, особенно высококлассных специалистов. Здесь нашему здравоохранению надо нарастить это направление и направлять на обучение не по желанию, а по нашим требованиям и по необходимости. Особенно уделить внимание на детей, которые находятся в отдаленных сельских поселениях, в том числе в Жайракском районе, выбирать оттуда тех детей, которые поедут, отучатся, вернутся в свои населенные пункты, обеспечивать работу врачей, великолепной Жайракской районной больнице и в сельских ФАПах и амбулаториях. В 2017 году в целях укомплектования участковыми врачами, терапевтами и педиатрами Минздрава Республики необходимо наращивать число врачей, которые находятся в системе непрерывного медицинского образования. И, конечно, надо, и по вопросу это видно, желание тех, кто закончил медколледжи, получить высшее образование. Надо из этих специалистов создавать отдельную команду, помочь им освоить уже высшую медицину, потому что они уже на среднем уровне получили хорошую практику. Опять же подчеркну, что необходимо Министерству здравоохранения усовершенствовать систему обслуживания населения через социальные сети, через компьютерные технологии. Почему? Потому что это дает большие удобства для населения. Не стоять в очереди, знать свое время, место. И эти же удобства непосредственно распространяются и для врачей, которые не сталкиваются с проблемой людей в коридорах медицинских учреждений. Обращаю на это внимание. В 2016 году Министерству здравоохранения Республики необходимо продолжить работу, в 2017 году необходимо продолжить работу по направлению финансовое обеспечение граждан, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Здесь надо работать вместе с федеральным центром. Почему? Потому что это страшные болезни, довольно серьезная обстановка в тех семьях, где такие больные есть. Работу по развитию информатизации, организовать мероприятия по сокращению дефицита медицинских кадров, продолжить работу по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям. И, конечно, одно из главных направлений – это диспансеризация населения в положенное время. На это обращаю особое внимание.